Мы сейчас находимся в зоне СВО. Приехали к нашему герою Игорю. Здорово, Игорь. Дай пожму тебе еще раз руку. Что позволяет не забывать о малой родине? Ну, о малой родине мне не позволяет забывать свой же дом родной, родительский дом. Там у меня отец остался, родственники, мои друзья. Тренер по самбо Дмитрий Плянзин, мой тренер самый первый Талипшин Мирзагулович. Также там девушка моя находится, будущая моя жена, так сказать, в статусе невесты. Вот. Да как забудешь малую родину, я там до 18 лет прожил, занимался самбо-дзюдо, учился в гимназии. Прошел, так сказать, тоже нелегкий путь, потому что характер у меня был тяжелый. Вот. Но как-то со временем армия меня воспитала, плюс боевые действия закалили характер. Ну, плюс спорт. Плюс да? спорт, да. Родная алданская самбо. Да. Без этого тоже никуда. Сколько я получал от Талипшина Мирзагуловича. Не, ну да, алданская самбо самая сильная в республике у нас. Скажи, как вообще стал военным? Почему решил стать военным? Ну, как-то, когда выбор пал на выбор профессии в старших классах, в 10-11 классе, начал задумываться, кем я хочу стать. И хотел сначала быть тренером по самбо. Но потом как-то подумал, что захотелось чего-то большего. Применить и физические навыки, и какие-то умственные. Да и как-то выделиться хотелось из числа общей массы, когда все хотели стать юристами, экономистами. И вот как-то выбор пал, брат подсказал, есть военное училище, можешь стать там офицером. Ну и все, я вот поступил в ближайшее к дому, это был Благовещенск, Дальневосточное высшее военно-командное училище. Вот, поступил я туда, думал, если честно, не поступлю, там ребята были прям очень сильные, и спортсмены там хорошие были, люди с войск, и суворовцы. Ну как-то так получилось, вот поступил, потом окончил. Но ни разу не жалею, СВО тоже как бы благотворно на меня повлияло в плане моего характера. Также обрел много друзей, много потерял. Вот. Ну, все это, так скажем, для дальнейшего опыта и для дальнейшей жизни, произошла какая-то переоценка ценностей. По-другому стал ценить и вещи, и людей, и вообще отношения в жизни. Вот, как-то так. Что передашь нашим землякам, якутянам? Передам в первую очередь, так как наступает праздник, хочу сердечно всех поздравить. Всех женщин, мам наших сестер, наших дочурок. Хочу поздравить с наступающим Международным женским днем. Выразить огромную благодарность, особенно тем женам, тем матерям, тем сестрам, дочуркам, у которых мужья находятся в зоне проведения специальной военной операции. Спасибо вам большое за то, что вы нас ждете. Храните домашний очаг. Мы вас очень любим, очень вас бережем и будем беречь даже ценой своей жизни. Спасибо вам большое за это. Ну и победа? Победа всегда будет за нами в любом случае. В любом случае мы победим. Это даже не обсуждается. Все, спасибо. Ждем в Якутске. Спасибо.